Мои дорогие, добрый день. Дядя Холодно, с вами снова Лейла. Друзья, как у вас дела? Как ваше настроение? У нас еще праздничное немножечко, может быть, или послепраздничное. Ну, в принципе, сегодня тоже нет-нет, да, приезжают парни, приезжают наши родственники. Только что проводила двоюродного брата, ну, сына, племянника, короче говоря, моего мужа. Посидели они тоже, попили чайку. Правда, кушать не стал, чаю попили, их проводила. И хочу обрадовать моих подписчиц, которые хотели, чтобы я отдохнула. Сегодня я действительно отдохнула, друзья, ничего не делала, практически ничего не готовила. Вчера, чтобы было наготовлено, у меня еще оставалось. Так что сегодня действительно отдыхала. И сейчас уже послеобеденное время, и хотя и мальчики мои дома уже, ну, Ибрагима нет, Ибрагим у нас загулял, как бы, можно сказать. Просто те-то у меня повзрослее парни, а это еще молодой. У него свои интересы, у него одноклассницы, по одноклассницам, потом по родственникам. Они же втроем-вчетвером обычно у нас вот парни едут, собираются в одной машине втроем-вчетвером. И у каждого же свои родственники, и надо к каждым родственникам, каждый парень ведет к своим родственникам, например, мой к своим, другие пацаны к своим, и у них уже получается такой вот обширный, как бы, объезд своих, ну, родственников и знакомых, и родственников своих друзей. И поэтому вот так вот в таком общении они общаются с девушками, ну, это как раз ихнее время, поэтому Ибрагима нет, двое дома. Но не стала тоже послать их уже за хлебом. Вчера мы купили, но сегодня закончился. И все-таки решила, думаю, нет, я сделаю этот хлеб. Вот он у меня запал в голову, мне его нужно сделать. И еще раз хочу, друзья, вас поблагодарить за ваши поздравления. Всех поздравления идут до сих пор. Огромное вам спасибо. Я передаю маме, что вы ее поздравляете. Она благодарна вам, друзья, очень. И ей тоже очень это нравится. Даже... ну, немножко хочет, ну, в принципе, у нас, наверное, такой врожденная плаксивость, вы, может, заметили тоже, я тоже, как что, начинаю немножко плакать. Собираюсь, хочу, думаю про себя, нет, вот возьму себя в руки и не буду плакать, но все равно слезы текут сами по себе, голос начинает дрожать, и у мамы то же самое, так что, наверное, у нас это такое. Вот так. Сегодня, к сожалению, ребятишек не было, не ходили ребятки наши. Очень мало в этом году было детей, не знаю, обидно, конечно. И писали мне комментарии, я читала сегодня тоже, что вот у некоторых бабушки даже вот без праздников тоже угощали детей своих, детей конфетками или сладостями. И вспомнила про свою бабушку. У меня тоже была очень хорошая бабушка. Мама же у моей бабушки одна, у нее больше не было детей. Она всю жизнь прожила для моей мамы. И я помню, как она с нами жила, но мы жили в Казахстане. Мы переехали только в 70-м году в Ингушетию. Вернее, даже не в Ингушетию, мы переехали в Осетию. В 70-е годы только. И вот как только приехали из Казахстана, бабушка уехала жить в себе, в село, перестала с нами жить. И она жила какое-то время со своей родственницей. Тоже, ну, не тоже, а у бабушки-то мама, а та была бездетная. И вот они вдвоем жили. И эта женщина через какое-то время, не помню, сколько прожили, она умерла. И какой-то промежуток бабушка жила одна. Ну, она была такая, знаете, бодренькая, ну, когда бабушка, сколько ей тогда, наверное, было, я не знаю, просто в те времена бабушки, дедушки казали, что они бабушки, дедушки. А так посмотреть, им тогда было по 60, по 70 лет, оказывается. Просто тогда намного старших выглядели наши люди. Сейчас, видимо, вот как-то и цивилизация, или еще что-то, и то, что мы одеваемся по-другому, наверное, как-то моложе мы выглядим, потому что, когда я вышла замуж, моей свекрови, по-моему, то ли 45, то ли 47 лет было, мне казалось, она действительно очень такая пожилая женщина, оказывается, нет. Так что времена меняются. И к чему все это? И бабушка, мы ездили к бабушке обязательно в неделю раз с мамой на выходные, как только у меня был выходной в школе, мы ездили к бабушке, она тоже жила в Осетии, жила в селе Терек, так называется село, и мы к ней ездили туда. И я вот помню, как сейчас помню, всегда у бабушки стояла сумочка. И вот неделю один раз мы обязательно с мамой ездили к бабушке.
Мама везла ей продукты, все-все, там овощи, фрукты, все, что бабушке нужно там на неделю. Мама везла, и обязательно с мамой ездила я. Ну, иногда мои братья тоже, конечно, ездили, до замужества сестра тоже была. Но период, когда ездили, помню я, вот как она со мной ездила, никто с ней не ездил, была я с ней. И всегда, как только приеду к бабушке, у бабушек, как всегда, сундуки. Даже у моей мамы сейчас даже 2 сундука в комнате стоят. У бабушки был сундук, и в сундуке чего только не было. Конфетки, сладости. И сколько я себя помню, у бабушки даже лежал саван. Ну, если она умрет, чтобы не надо было ни искать, ничего. У нее это все было готово. И все время она обновляла, и этот саван обновляла. Топленое масло у нее всегда стояло. И мелочь стояла, вот когда вот ее хоронить, чтобы тогда она, по-моему, сейчас, я не знаю, дают эту мелочь или нет. И всегда у нее в банке мелочь была. Она, по-моему, то ли в 3 года один раз, то ли, я не помню, через каждое время обновляла все это, чтобы... Она всегда говорила, чтобы вот если я умру, чтобы все было вот, только взял и все. Всегда вот это вот хранила. И всегда у нее были угощения для детей. Вот она жила одна, и, как я сказала, какое-то время. И детишки с округи постоянно бегали к бабушке, просто приходили к ней. И она всегда их угощала. Видимо, детки бегали, потому что она их угощает. И это было, конечно, здорово. И я про себя так думаю. Вот я никогда никаких сладостей, ничего не покупаю, чтобы вот положить, и чтобы вот Аишка пришла, и чтобы я могла угостить. У меня нет этой привычки. Я говорю, я, наверное, неправильная бабушка. И вот такие вот дела, друзья. Немножко вспомнила разные вещи все-таки. Когда уже взрослеешь, все-таки вспоминаешь свое детство, вспоминаешь свою юность. Эти воспоминания просто вот возобновляются. Раньше как-то не помнила об этом, даже и не думала. Но, видимо, возраст все-таки дает свое знать, что ты вспоминаешь свое дальнее детство. Это были счастливые времена, что вот поехал к бабушке, она тебя угостила. Обычно у бабушки всегда, вот я обожаю арахис, у нее был арахис. Но это же в те времена, в принципе, не было. И не сказать, что вот прямо вот вообще ничего не было. Но вот такой роскоши, как сейчас, конечно, не было. Вот орешки, которые бабушка вот делала, для меня припасала, конфетки, все это, конечно, радовало и меня, и деток соседских. И бабушка еще у нас была такая, ну, типа знахарки. Она лечила горло и восстанавливала как-то голову, я не знаю, как это на русском, ну, массажировала голову. Наши поймут, если я скажу корт, бежич, корт, бустер, тхнанис. Бабушка восстанавливала голову как-то вот так вот, дословно, если, ну, я не знаю, ну, когда ребенок или падает, или что-то, чтобы вот, типа, я не знаю, она делала какой-то массаж, платочком проверяла это дело, и постоянно лечила больное горло у детей. И поэтому детки к ней практически, деток водили почти каждый день по 2 и по 3 ребенка, именно приводили детей, чтобы делать эти манипуляции. Ну и, конечно, чтобы ребенок не плакал, чтобы ребенок не боялся. Она сначала угощала конфетками, там, орешками, разными сладостями, успокаивала малышей. Вот такая у меня была бабушка, друзья. Видите, прочитав ваш комментарий, я вспомнила про бабушку. Видите, плаксивость все-таки у меня есть. Ну и поплакала тоже сегодня, и вспомнив бабушку, вспомнив детство. Видите, плаксивость у меня не проходит. Хоть как бы я ни старалась бороться с этим, вы меня простите. Ну все, друзья, а то мне уже пишут, что много лишней болтовни у меня на канале. Ну как-то так. Значит, займемся мы хлебом. Будем замешивать тесто на хлеб. Ну вот, друзья, теперь замесим тесто для хлеба и займемся другими делами. Заодно я уже подогрела молоко, вы, наверное, видели за мной, там на плите стояло, у меня накопилось за эти 2-3 дня. Будем сепарировать. Одна кастрюля опять-таки прокисла. Мне надо срочно искать мастера холодильника для ремонта холодильника. С прошлого года не могу холодильник свой отремонтировать. Витринный холодильник. У меня там очень хорошо молоко обычно хранилось. Так, значит, литр воды. Ну, обычный хлеб. Ничего нового, ничего я не буду
показывать. Но просто все равно раз делаю, то покажу. А вдруг кто-то молоденький, который не знает. Значит, столовая ложка дрожжей сухих, столовая ложка соли и столовая ложка растительного масла. А, да, еще и сахар надо. Сейчас, минуточку, друзья, чуть не забыла. Так. Сахар нужно чайную ложечку. Столовую не надо. Что-то у нас тучи набежали, гром гремит, не знаю, будет дождь или нет. Я еще хотела еще немножко в огороде чем-то заняться и посадить рассаду. Ну вот не знаю. Так, если посмотреть в гугле, то 70% вероятности дождя. Не знаю, будет он или не будет, поливать, не поливать. Ну, по крайней мере, если пока дождь не пойдет, что-то надо будет, наверное, посадить. Столько там работы, что я даже не знаю, справлюсь ли я или нет. Так. Приезжали ко мне моя сноха, ну, брата, жена который умер, с дочкой. Ну, дочка замужем и ее свекровь. Но они приезжали очень поздно, вечером, потому что у нас обычно женщины только, ну, после обеда на 3-й день или на 4-й день только выезжают. Но из-за того, что моя сноха работает, и у нее сегодня рабочий день, они решили просто вечером все-таки приехать, поздравить бабушку. Ну, именно чтобы приехать к бабушке, они приезжали. Вот. И свекровь моей племянницы очень хорошая, такая, очень простая. Я ее прям вот как, не знаю, как сестру свою люблю, уважаю. Она привезла мне такой наборчик очень красивый. Я вам сейчас сниму, покажу, вот как хлеб замешу. Не знаю, мне очень понравилось. У меня есть посуда из этой серии. Правда, может быть, вы заметили, у меня на столе стоит такая под серебро посуда. Эту посуду я люблю больше. Но в какое-то время у меня Танзила вот набрала именно такую посуду, как я вам сейчас покажу. Но она мне как раз подходит. У меня есть и для фруктов такие вазы, и конфетницы были. Правда, конфетницу одну моя кошка разбила. У меня же Каспер, друг мой очень. То рвет, то разбивает. Есть тортница, фруктовница, как она еще называется, и бокалы, фужеры такие есть. И вот она, как раз у меня не было графина красивого. Может, помните, я вот когда перед праздником спрашивала, сколько стоит лимонадница, она вот именно из такой серии. И за счет того, что я все-таки всегда на столе компоты у меня, для меня это очень актуально. И стаканы, и этот вот как графин бокал такой большой. Ну, сейчас я вам покажу. Вот хлеб уже почти замесила, тесто. Вот, друзья, мне советуют купить тестомеску. Мои подписчицы очень переживают, что я вот столько теста месшу и без тестомески. Уже вторая подписчица мне говорит, что очень нужно и что им очень понравилось, как месит это тестомеска тесто. Ну, может быть, как-нибудь. Но пока не могу, но я уже наметила тоже. Наверное, куплю все-таки, раз они так сильно ее рекомендуют. Тесто-раскатка лапшерезка есть, но я ею не очень тоже довольна. Потом, попозже, тем более, если буду делать, друзья, заказы, куплю себе и получше. Ну, именно тесто-раскатку и лапшерезку. Вот так вот, друзья. Сейчас я замешу тесто, поставлю сепаратор. Вот такое вот. И не крутое очень прямо, но и не слабенькое тесто. Замесила я на 3 хлеба. Может быть, в форме сделаю, посмотрим. А может быть, и просто в сковороде круглый хлеб сделаю. Я очень люблю круглый хлеб. Вот. Ну все, друзья, тесто готово. Сейчас переложу в тазик. Тазик я смазала растительным маслом. Вот, накроем крышечкой и на час в теплое место. Но сегодня теплое место везде. До такой степени жара, что я даже сегодня уже вынесла
вентилятор, друзья. Очень жарко у нас. Включила сепаратор. Хочу показать вам посуду. И вышла показать вам погоду. Уже где-то молния сверкает. Но не у нас. Где-то у соседей, наверное. У соседних республик. Не знаю, дойдет ли до нас дождь или нет. Смотрите, как у меня калина зацвела. Красивенько. Вот. В воздухе прямо, если честно, пахнет дождем. Ой, смотрите, какие красивые облака. Жара спала, это очень хорошо. Мне аж сегодня плохо было. Настолько было жарко. Так, черешня моя, как видите. В этом году, если ничего не случится, приезжайте ко мне на черешню. Вот так вот. Зелено. Все-таки весна, лето — это прекрасное время года. Хоть и все прекрасные, но весной и летом это что-то. Вот так вот, друзья. Ну ладно, пойду покажу вам. Хочу показать вам посуду. Так, друзья, ну и вот хочу вам показать посуду, которую мне подарила свекровь моей племянницы. Вот такой вот. Вот такой графин. Видите, какая красота. Сейчас я поставлю все. Вот такая конфет, вот такие конфетницы. У меня их, по-моему, 6 штук было. Одну разбила кошка. Тортницы есть, фруктовница есть такая. И есть еще на ножке фужеры у меня такие. Вот такие фужеры у меня есть свои. Я вот принесла. И как раз получается, что эта посуда тоже из этой серии. И будет очень красиво. Мы же, женщины, все обожаем посуду. Вот такие вот. Друзья, подарки. Спасибо большое за Ремину. Я ей, конечно, самой сказала. Она была вчера у меня, как я сказала, повторюсь. Вот, друзья. Так, друзья, значит, молоко я просепарировала. А тем временем подошло уже мое тесто. Вот, а пару я не ставлю обычно, когда хлеб выпекаю. Как видите, тесто хорошенечко подошло. И сейчас я решила делать не в формах квадратных, а в этих двух больших сковородах. Это будет быстрее. И мне нравится. Хоть тесто одно и то же, но когда вот такой вот в круглой сковороде делаешь, почему-то, вот, мне кажется, хлеб немножко бывает другого вкуса. Не знаю, это или кажется, или как, но вот как-то так получается. Вот. Если формочки квадратные, то это на 3 теста, говорю, на 3 хлеба. А тут я сейчас разделю на 2 булки хлеба круглых, не булки, получается, а круглых хлеба. У меня одна сковорода более такая плоская, вторая немножко глубже. Так что я в одну сковороду положу побольше теста, в другую поменьше. И будет 2 вот таких вот хлеба. Стол сюда передвигаю, когда снимаю, не на месте, он у меня шатается всегда. Надо будет так вот придержать. Можно, конечно, и скалкой раскатать, но я сделаю вот так вот. Сейчас помою сепаратор, пока будет подходить тесто. Вернее, пока будет подходить хлеб уже. И второй.
Что-то в этом году у нас последний день мало, не было хлеба в сельских магазинах. Обычно всегда доставался, в этом году нам не достался хлеб. Но уже есть в продаже хлеб, друзья. Вчера мы покупали, и сегодня утром покупали. Это просто раз решила вчера его выпечь. Думаю, давай-ка испеку. Давно не делала домашний хлеб. Надо будет как-нибудь на закваске научиться, чтобы не дрожжевой. Это уже как я буду успевать. Друзья, всего, конечно, я не могу. Сегодня приезжал двоюродный брат моего мужа. Он теперь у нас в нашей семье, не он, ну, второй по старшинству в нашем роду, как бы получается. И надо, говорит, к осени женить обязательно сына. Или обоих, или одного хотя бы. И тебе, говорит, помощница, и сыновья уже большие. Так что, не знаю. И надо мной сегодня мои сыновья подшучивают. Все, мама, давай жени нас. Целый день шутили. Я говорю, я вас должна женить. Давайте женитесь сами. Вот так подшутили мои мальчики сегодня. Все, сейчас пойду принесу полотенчика, накрою и будем ждать, пока не подойдет наш хлеб. Так, я думаю, видно? Не видно его, да? Ну, вот. Сейчас покажу вам. Вот. В этих двух сковородах. Так, цыплята мои уже хотят зайти в свое место уже. Поэтому пищат. Сейчас их тоже загоню. Так, и, друзья, ты редиску хочешь? Давай сюда. Пока у меня подходил хлеб, приехали ко мне и Аишка с мамой, с Мухаммедом. И гость у меня как раз был. Хлеб немножко перестоял, как видите. Он даже опустился, но не перестоял не в духовке, а перед тем, как поставить в духовку. Потому что пока я угощала гостя, пока мы с ним сидели долго, приезжал племянник моего мужа. Мы долго сидели, общались, разговаривали с ребятами. Он сильно любил и уважал моего мужа. И мы сегодня как-то день воспоминаний про моего мужа у нас был. Очень хорошо посидели. И как раз приехала и Мадина с Мухаммедом. Но, как видите, немножечко он опустился, потому что перестоял. Я вовремя не успела поставить его. Но он все равно будет очень вкусно, как видите, ничего. Поднялся он очень хорошо. Но из-за того, что немножко перестоял, вот такой вот. Вот уже поздно. Я переоделась, чтобы подоить корову. Но прежде решила вытащить хлеб. Как раз он испекся. Легкий такой, мягкий. Этот еще мягкий, а этот хрустит. Он чуть пораньше. Я его вынула. Так, ну все, друзья. Сейчас пойду доить корову. Мамина помощница выросла. Вот уже корову загоняет мне. Видите как? А вот мой золотой. Или дашпик, Маня, дашпик, или. Дацикпи, Маня, дацикпи. Вот. Отмогла. Главное, не боится ни коровы, ничего. Я луза, торча я. Вот так. Вот так. Или дикпи, Маня, дикпи. Дикпи, Маня, дикпи. Да чего, Маня, да чего. Ха. Вот так, вот так, вот так. Вот так. Вот. Уже помощница бабушкина выросла. Видите, уже корову мне загоняет. Хаял датмула, ехи датмула, ишка датмула. Хаял сагик, хаял узахат, хаял. Неизвестно, что еще. Друзья, сейчас небольшая съемка моего сына, который был в горах. Так как вы любите горы, я решила немножечко вставить этот ролик для вас.
Тез булыш бычагына занавеска ждады кури сен аяқта тхолодыш щитигей түрді хана хаятса сәлі гучиялы бәсті сәннәле пәжгер гойты тхуны бордиялы даже лето хочешь ер гучиялы кәнтедеге жлосы деш халқиялы илиялы берегіш ахуга хеш табылабу тәні қандыр бұқытыхә Beni hanım. هو الصور كان مش مية
here. Основание новый раз, старый раз. Бля. Новый ир. Кто была? Хлеб новый была. По-любому хлеб была. Какая нахуй? Давай!